Наркомания – частая причина несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, а также убийств и самоубийств, поскольку жертвы наркомании чаще всего молодые люди. Она несет угрозу будущему Абхазии. Об этом и многом другом говорили в Общественной палате. Депутат парламента Рауль Лоло отметил, что сегодня наркомания угрожает национальной безопасности Абхазии. Количество людей, которые употребляют наркотики, тяжелые наркотики, становится все больше и больше. То есть снижение за послевоенные годы, последние годы не наблюдается. Вот если мы готовы на реальные шаги пойти, заниматься реальными действиями, тогда это будет работа интересная. Тогда это будет иметь практическое какое-то значение. А если мы просто будем говорить, разговаривать, смотреть на эти цифры, то эффекта от этого не будет практически никакого. Я, например, готов тоже поддержать эту группу. Нам нужны реальные шаги этой группы и реальные действия на основании того анализа, который есть в Министерстве внутренних дел, в наших учреждениях, которые занимаются этой проблемой. Ведь она комплексная, ее нельзя только одними методами решить. По мнению депутата Народного собрания Ильи Гуния, без комплекса мероприятий решить проблему с распространением и употреблением наркотических средств будет невозможно. Это, конечно, комплекс мероприятий, в котором мы все, Общественная палата, депутатский корпус, силовые структуры, должны взаимодействовать и выработать ту схему и систему, при которой мы все вместе за эту проблему взялись бы ее и решили. Первоначально, это, еще раз говорю, это мое мнение, первоначально мне кажется, что самая большая проблема – это распространение и попадание наркотиков на территорию Абхазии. На состоявшейся встрече в Общественной палате оперативные данные и данные, понесших административную ответственность как потребители, так и распространители наркотиков, представила руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Ирина Киут. О лицах, которые были доставлены по подозрению в потреблении. Значит, 2014 год – 1688 человек, из них 464 положительных результата после исследования. 247 человек отказались, но отказ у нас приравнивается. 2015 год чуть снижение, 1587 человек. Из них положительный результат 427. 540 человек отказались. 2016 год. Очень много человек доставлено. 1934. Из которых 371 положительный результат. 481 отказников. 2017 год. Первый квартал. 635 человек. Из них 75 положительных. 101 отказ. То есть это достаточно большое число за 3 месяца. Статистику также представил наркодиспансер. Результаты оказались неутешительными. Что интересно, что подростки у нас в 2014-2015 году не наблюдалось. Вот в 2016 году у нас уже 12 случаев подростков. Все это, видите, как наркосцена наша вот в Абхазии каждый год претерпевает изменения. Появляются новые и новые виды наркотиков. Очень много случаев, когда доставляются молодежь, особенно в подростковом возрасте, они вот сейчас находятся в поисковом и употребляют, стараются все виды таких казалось бы, безобидных наркотиков. С наркоманией в Абхазии борются уже много лет. Были использованы различные методики. Одни давали результаты, другие не совсем. Однако очевидно, что проблема остается нерешенной и требует особого внимания и комплексного подхода. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.